Уважаемые главы государств, уважаемые участники встречи, прежде всего выражаю глубокую признательность президенту Кыргызской республики, уважаемому Садыру Нургожаевичу Жапарову за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куле. Наши консультативные встречи стали важным фактором международной политики. Они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов. С момента проведения первой консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе подлинного добрососедства и союзничества. Поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным, в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27%, превысив 8 миллиардов долларов. Незыблемым фундаментом долгосрочных взаимоотношений государств Центральной Азии остаются активные культурно-гуманитарные связи. Регулярно проводятся перекрестные дни культуры, масштабные форумы и выставки. Организуются совместные научно-исторические исследования, активно осуществляется студенческий обмен и многое другое. Ярким подтверждением присущего нашим отношениям чувства локтя стало продуктивное партнерство в борьбе с распространением коронавируса. В самые сложные дни пандемии мы проявили единство и сплоченность, без колебаний оказывая друг другу всю необходимую продовольственную, медицинскую и иную гуманитарную помощь. Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемирное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.